Добрый день, уважаемый Егор Афанасьевич, уважаемый господин Галан, уважаемые организаторы, участники, гости 6-го чемпионата мира среди студентов по боксу. Я уверен, что всем нам доставляет огромное удовольствие быть здесь, в гостях, и видеть радушие и теплоту якутского народа и высокий уровень организации чемпионата мира по боксу. Сегодня я хочу просто подтвердить то, что в Якутии любят спорт. И спорт поднят на очень высокую планку. Сегодня у нас в республике есть олимпийские чемпионы, паралимпийские чемпионы. У нас есть 40 чемпионов мира, живут и здравствуют и творят. Поэтому Якутия, она прежде всего не только трудовая, но и спортивная. Сегодняшнее мероприятие является подтверждением того, что республика достигает такие объемы, такие высоты, что мы можем провести спортивные мероприятия мирового уровня по любому направлению.
постоянный представитель в Саха-Якутске, Якутии или представитель в Российской Федерации. Часто я бываю в Республике Саха-Якутия. Каждый раз приезжать сюда, новые впечатления, новые уровни, допустим, да, каждый раз лучше и лучше. Да, мне это радует. Пусть всем хватает медаль, допустим, да. Я хочу, чтобы желать жители Якутска, гостей Якутска, спортсмены Якутска, чтобы скоро будет по вольной борьбе, вот международный турнир, чтобы было еще лучше. Да. Спасибо народу Якутска за гостеприимство и за хороший прием. Спасибо. Удачи вам, жители Якутска.
изначально мы подали заявку, это еще было в том году. Подали заявку, выиграли проведение чемпионата мира. Ну и потом уже пошли сами организационные вопросы, да, что провести чемпионат. Ну, впечатление, чемпионат проходит хорошо, очень хороший, вот, особенно финальный. Ребята показывают хороший, такой зрелый, качественный бокс, да, поэтому интересно смотреть. И 49 килограмма Серий Егоров, достаточно уверенно выиграл. Потом 52 килограмма свой вес я смотрел, тоже очень хороший боксер из Казахстана, ну и боксер из Франции тоже был достаточно силен. Ну и Дарман Кутубеков, да, показал силу, волю, да, характер, за счет чего, я считаю, и выиграл этот бой, да. Только хорошие, так как выиграл чемпионат России, я стал чемпионом мира. Впечатления только хорошие. Выполнил свое задание, свою цель на 100%. Соперники хорошие. Кореец был рослым, неудобным. Вот. А сегодня монгол был очень хорошим, физически сильным был. Дальнейшие планы пока только отдохнуть. Потому что надо отдохнуть, потому что вот в этом году у меня 24-й бой получается, очень устал и физически, и эмоционально. Хочу чисто отдохнуть. Вот потом с новыми силами приступить на новый сезон. Впечатление очень приятное, что я у себя дома оправдал все надежды, которые на меня возлагали. Очень рад, что я их оправдал. Не подвел и республику, и не Россию, защитил всех достойно. А если сказать насчет соперников, конечно, все серьезные были. Там первые, вторые номера своих стран. Вот финальный бой особенно тяжелый получился. Казахский спортсмен является победителем азиатских игр. Непростой бой был, не сильный все по-своему каждый. Проявляйте настойчивость, проявлять нужно настойчивость, несмотря ни на что. Если поставить все, нужно идти. Кровь из носа, потом и крови стекать и идти к этой цели. Кто трудится, тот обязательно выстрелит. К моему большому сожалению, в связи с плотным рабочим спортивным графиком, я не смог присутствовать с вами на этом празднике спорта. Я уверен, что чемпионат прошел успешно и стал триумфальным международным стартом для многих молодых боксеров. Я убежден, что спорт сплачивает молодежь всего мира. Они находят новых друзей, учатся взаимопониманию и толерантности между будущими поколениями. Боксеры, не только чувствуйте гордость за свою страну, но и радуйтесь дружбе, которую вы нашли здесь. Для спортсменов вашего возраста это замечательная возможность посетить новую страну и общаться со многими молодыми людьми из разных стран. Я надеюсь, что мы с вами увидимся в 2016 году на 6-х играх «Дети Азии» в Якутске. Удачи вам, боксеры, удачи организаторам, удачи вам всем. Большое вам спасибо. Mathal Sakha Seri Yuri Aika.
чемпионату мира среди студентов по боксу приехал директор Центра подготовки спортивного резерва России Дмитрий Алексеевич Киселев. Он сегодня встречался с директорами республиканской специализированных спортивных школ, рассказал именно по перспективе развития подготовки спортивного резерва сборной команды России. В следующем году мы заявили более 10 видов спорта провести именно окружные соревнования спартакиады школьников Дальнего Востока. Но все спортивные сооружения понравились Дмитрию Алексеевичу, и в следующем году наши заявки приняли. Саха-Якутия наш стратегический партнер Министерства спорта по развитию. И весь спорт, весь резерв находится в субъектах. Спортивные школы, специалисты, тренеры, все это готовится в субъектах, в данном случае в Саха-Якутии. И было очень полезно поговорить, побеседовать с руководителями детских спортивных школ. У нас 9-10 октября будет форум России «Спортивная держава» в Чувашии проходить. И основная тема этого форума – это подготовка спортивного резерва. Я горжусь этим, о том, что Россия и Республика Саха-Якутия способны проводить соревнования, такие крупнейшие мировые форумы на таком уровне. Меня здесь все радует. Радует самое главное, что это все радует самих участников. Места проживания, места питания, замечательный спортивный объект, уровень соревнования именно спортсменов очень высокий. Поэтому главное, чтобы из этого соревнования потом мы сами здесь извлекли пользу, чтобы больше детей, которые на фоне вот этого соревнования пошли бы заниматься в детские и юношеские спортивные школы, заниматься боксом, больше родителей захотели бы отдать своих детей заниматься спортом. Очень впечатляюще, скажем так, мне на чемпионате России сейчас только вот ваш якутский спортсмен, боксер стал первым, стал чемпионом России. Это очень хорошо. Сегодня мы были вот уже на экскурсии, показывали нам игровое футбольное поле, крытое для большого футбола. Да, это вот вообще меня удивило очень сильно. 2 года назад, по-моему, я был здесь на Дети Азии. Я вот был в этом комплексе, тогда его построили под Дети Азии, да, это меня удивляло сильно, да, я еще даже его толком не посмотрел, а до сегодняшнего момента я уже увидел еще и крытый футбольный стадион, это, это очень хорошо. Я в азийском кусоку Советского Союза, потому что он самый лучший, никогда не был. Пришел до Перма. Перм находится в Европе, там в этом делу Советского Союза я не был, но мне было очень дорого, хорошее, что чемпионат мира проводится в Якутии, что он так самый северный город в мире, что такие условия, я хотел это видеть, и я очень рад, мне очень хорошо, что я все увидел, что случится здесь. Я здесь видел хороший комплекс «Триумф», я там смотрел футбольный центр, который тоже
хороший. Увидим здесь на стадионе юности много детей, каждый день все тренирует и так. Но пришел на чемпионат, привел одного боксера, потому он лучший студент, но так боксер не так, как хороший студент. Он юрист будет, но за следующий чемпионат будем привести хорошую экипу. У нас сейчас были проблемы, потому что променили руководство федерации, и сейчас другие люди еще не работает как надо, но в будущем времени будет лучше. Ну, впечатление, вот в Якутии приехал, конечно, хорошая республика, хорошо развивается с населением 350 тысяч, столько спортивных комплексов. Это говорит о том, что сегодня президент вашей республики, да, мэр города все делал для того, чтобы спорт развивался, чтобы дети шли заниматься спортом, меньше кололись, было наркомании и других пагубных влияний улицы. Самое основное, я думаю, что это больше истина в чем? Чтобы дети были здоровой нацией. И самое главное, чтобы сохранена культура Якутии. Культура, у вас есть традиции свои, это самое основное. У вас есть первый зам министра Георгий Балашин, это человек, если достичь в спорте такого звания. Призер Олимпийских игр, у вас в Якутии такого не было. Да, и другие боксеры есть, которым удалось по какой-то причинам не стать олимпийским чемпионом, но тем не менее Георгий Балашин сделал для того, чтобы предложить, чтобы чемпионат мира состоялся на высоком уровне. Très content como saber, yo la conozco, por fotos, por video, y cuando yo arribé una sensación très jolie como tiene tú lo ici trop amable, yo sentir como si estuviera en mi país, en Cuba, que son la misma familiar. Una très bonne organización. Moi he estado en campeonato del mundo, señor, judo olímpico, y moi ici très content por la buena organización que